Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Сегодня понедельник, 7 марта 2022 года. Вы снова на канале Туркмен Халкы ДВТ. Мы вас приветствуем. Я хотел бы сегодня рассказать, как в Туркменистане пройдут 12 марта выборы, то есть версия онлайн. Как я уже раньше говорил, есть две версии. То есть версия физическая, то есть на местах идти в выборные, значит, избирательные участки, там делать свой выбор. И вторая версия автономно, даже если вы там проголосовали, вы можете независимо проголосовать в, а, значит, в интернете, в онлайне. Для этого вам необходимо телефон, смартфон, IP-адрес и достаточно. То есть у вас есть эта возможность сделать из Туркменистана, из Японии, откуда хотите, это можно сделать. Давайте рассмотрим, как это сделать. Вот сзади меня и в описании этого видео там более подробно все будет написано, но если в целом сказать, есть две точки, через которые вы можете проголосовать. Это первое – телеграм-чат, а второе – сайт интернет. Давайте начнем с сайта интернета. Специализированный сайт интернет специально открыт, чтобы провести эти выборы и посчитать на самом деле, сколько голосов отдали за кого-то, за какого кандидата. Давайте посмотрим. Вот смотрите, мы открыли специализированный сайт интернет. На этом сайте интернете описание этой ссылки внизу, в описании этого видео. Вы увидите, здесь есть первое, это результаты голосования. То есть вы можете нажать и увидеть сразу результаты голосования. Например, я нажимаю, и сразу появляются результаты голосования. На этот момент, на эту секунду. Вот обратите внимание. Вот кто сколько набрал, все участники, кандидаты в президента Туркменистана. Далее мы идем назад, и мы попадаем на страницу, где есть кандидаты, и написано проголосовать и о кандидате. Допустим, мы нажали о кандидате, сразу выходит фото и описание, кто это такой. Естественно, здесь никакие предвыборные обещания кандидатов не будет, только кто кандидат и как голосовать, и все. Далее, чтобы голосовать, вам достаточно нажать на «Проголосовать». Имейте в виду, в телеграм-чате и на сайте интернете там один робот стоит, который регулирует оба. И вы не можете два раза голосовать. Вы голосуете или там, или здесь. Это ваш выбор, где вы хотите. Здесь вы можете на сайте увидеть результаты голосования. Вот здесь все предельно просто, все понятно. Окей? Ссылка на сайт вот ниже этого видео в описании есть. Теперь вернемся мы к телеграм-чату. Вот телеграм-чат, обратите внимание. Он называется Сайлор ТМ 2022 или же Выборы ТМ 2022. Обратите внимание, есть Сердар Бердмухамедов, Агаджан Байкмурадов, Перхат Бегенджев. То есть все они здесь есть. То же самое. Будьте внимательны, когда голосуете в телеграм-чате. Вот под каждым есть проголосовать. И стрелкой указано, что это для верхнего кандидата. Многие ошиблись. Вот я стоял вторым номером, они голосовали за меня, но нажимали, где Сердар Бердмухамедов, на эту ссылку, где написано было проголосовать. И мне звонили, говорили, ну, ошибся, все, голос ушел. Поэтому будьте внимательны. За кого голосуете, внимательно смотрите. Второе. Когда вы проголосовали здесь, то на сайте уже этот счетчик не пойдет. Даже если вы проголосуете, счетчик не пойдет. Он в одном месте идет. Или здесь, или на сайте. Они оба привязаны к одному алгоритму. Далее. Здесь точно так же вы можете подробно, допустим, нажали, не спустились, и появляется Сердар Бердмухамедов. Против каждого кандидата можно то же самое нажать и узнать, кто это, что это. Вот. Здесь тоже очень просто. Здесь вы голосуете. После этого вы можете пройти на другой телеграм-канал. Чем отличается телеграм-чат от телеграм-канала? В телеграм-чате вы можете писать. В телеграм-канале он только в одну сторону вещает, он вам показывает что-то. Вот там на телеграм-канале специализированном, чтобы узнать результаты голосования, вот ниже этого видео в описании указана ссылка.
И она будет выглядеть вот так. Когда вы нажмете, да, вот такая вот появится вещь, перейти в Telegram. Вы нажмете перейти. Если у вас Телеграма нету, он попросит скачать Telegram-программу. Если есть, значит, то же самое на сотовом телефоне. Можно и в компьютере делать, и на сотовом телефоне. Открыть Telegram, и он открывает результаты. То есть вот по времени, вот здесь вот написано, да, по времени вы увидите, на какое время какой результат. Вот здесь вы увидите последний результат, который вот кто-то проголосовал, сразу результат появляется. Если с этого момента никто не проголосовал, этот результат будет стоять. То есть он в онлайне работает. Опоздания практически нет. Вот эти два канала, чтобы голосовать, Telegram-чат, вот он, я вам показываю. Telegram-чат, пардон. Вот он, Telegram-чат, не канал, пардон. Вот он, Telegram-чат. Вы здесь можете проголосовать. Если вы здесь проголосовали, то вы уже не можете в другом месте голосовать. Есть еще сайт интернет, где вы можете проголосовать и где вы можете увидеть результаты на тот момент, как вы нажмете, результат можете увидеть. Не нажали, когда вы нажмете, вы увидите результат последний, который нажал. Вот последний результат, который до этого момента был. Далее, вот здесь вот на двух площадках вы можете проголосовать. Далее у нас есть Telegram-канал. Telegram-канал я вам сейчас показывал. Вот здесь мы переходим, откроем Telegram. И здесь мы видим на Telegram-канале только текущие результаты. Вот три точки, вот один Telegram-канал, один Telegram-чат и сайт интернет. Вот здесь вы всю информацию возьмете и можете проголосовать. Вот. Все предельно просто, очень удобно сделано. Единственное неудобство – это мы не смогли поставить и русский, и туркменский язык только потому, что буква Е, там есть какие-то буквы, которые Telegram не берет. Он их не читает и дает как ошибку. Поэтому нам пришлось сделать пока на русском языке. Вот. Если у вас вопросы есть, вы можете обратиться на чат «Активист ДВТ» в Telegram-чате, или же в WhatsApp вы можете связаться со мной или с активистами, и они вам разъяснят все. Сейчас усиленно распределяются ссылки вот эти все с описаниями. Вы, пожалуйста, передавайте друг другу и просите всех голосовать. Потому что вот голосование физическое, да, это фальсификация. Голосование онлайн, здесь тоже ошибка есть. Процентов 10-15 ошибка будет. Но в целом это показывает правдивый результат по сравнению с фальсификацией. Фальсификация, вы увидите, Бердымухамедов наберет 80-90% голосов. А мы, когда в онлайне сделаем, мы увидим, что он не может набрать 80-90, реально его голоса там столько-то. Остальное люди проголосовали за другого кандидата. И так мы можем как бы сравнить. Более того, для чего это надо? Мы международным организациям покажем, что идет полная фальсификация. И, естественно, интернет-голосованию 100% доверия нету, но в принципе это показывает настроение людей. Поэтому каждый туркменистанец должен проголосовать. Не забудьте, вы не голосуете за кандидата, вы голосуете за свое будущее. Какое вы хотите будущее видеть, вот этот кандидат им вам дает это будущее. Поэтому вы должны внимательно быть к голосованию. Каждый голос – это вес. Это вес голоса может изменить судьбу страны, вашу, детей ваших, всех. Поэтому будьте внимательны. Это очень важное событие в жизни туркменистанца, в жизни страны. Пожалуйста, будьте активными. Мы всегда должны быть такими активными. Не только в течение года, особенно в день выборов. Потому что это наш выбор, куда мы пойдем. Это наш выбор, как мы будем жить. Хватит уже работать в чужих странах, как иностранцы. Мы также можем работать у себя в стране и жить богато и процветающе. Туркменистан богатая страна. Из-за того, что 500 человек хотят по-другому жить, весь Туркменистан не должен страдать. Поэтому мы должны изменить все в лучшую сторону. Не важно, кто будет президент. Важно, что этот человек обеспечил наше будущее. Это очень важно. Важно, чтобы все человеческие ценности были учтены. И самое главное было эти человеческие ценности.
Государство не может существовать без людей, без народа. Поэтому народ главнее всего. Это не надо забывать. На этом я заканчиваю свое выступление. Я вам всем желаю крепкого здоровья в первую очередь и свободы побольше, побольше справедливости в вашей жизни. Успехов вам!